Из новогодних застолий, как в прорубь, в новую реальность. На одном из рынков Казани по обыкновению в будний день большинство покупателей пенсионного возраста изучают предложения. Семеринка, мандарин, айдарет, виноград, пожалуйста. То здесь, то там у прилавков возникают небольшие заторы. Это значит, мониторинг показал более низкую цену. Как и любой пенсионер, именно категории пенсионера, повышение цен очень ощущается. То есть той пенсии, той вот непосредственно заработанной, заслуженной пенсии на сегодняшние цены практически не хватает. Новые цены на продукты перечеркивают старые, но покупатель остается прежним, все равно купит. Ну, тут ведь у нас не спрашивают, дорого, недорого. Это же не мы составляем это. Сейчас я это... Конечно, дороговато. Кто это вот? Расценка. Так, сколько еще? Еще 2 рубля. А, рубль? 2. 2 рубля еще. По данным официальной статистики, за неделю наибольший рост показали капуста, огурцы и помидоры от 3 до 5%. В цифрах таблица выглядит так. Цена на говядину с костью 405, сливочное масло 584, молоко от 53, капуста 54, огурцы 164, помидоры 152. Но эти данные, конечно, средние. С ценами на прилавках они разнятся. Мы нашли помидоры в 2 раза дороже, по 350, морковь в 2 раза. А вот сливочное масло дешевле, так же, как и яйца, с разницей в 20 рублей. Если говорить о наших позициях по Волжскому федеральному округе, то по дешевизне мы находимся на 1-м, 2-м, 3-м месте, если говорить о мясо-молочной продукции. Действительно, не урожай, вернее, 2021 года сыграл такую неблагоприятную роль по борщевому набору. Но и то даже здесь, в принципе, цены на борщевой набор по Волжскому федеральному округе мы держим от 6 до 9 позиции. Это если рассматривать ценообразование в 14 регионах по Волжскому федеральному округу. Для ежемесячного расчета индекса цен в республике статисты мониторят 550 позиций. Из них 129 продовольственных. Еженедельно, каждую пятницу по 108. Почему же внутренние ощущения не совпадают с данными статистики? Какие бы товары мы ни взяли в расчет, все равно для большинства набор потребляемых продуктов будет другой. Поэтому у каждого ощущение инфляции складывается совершенно свое. Январские цены растут как сугробы в снегопад. Вроде и медленно, но в итоге тяжеловесно. И надеяться на то, что они в одночасье растают или хотя бы на оттепель не приходится в силу таких же непреодолимых, как и погодные, экономических явлений. Перед Новым годом зачастую выплачиваются премии, 13-е зарплаты. Плюс перед Новым годом осуществляются большие расходы из бюджета. То есть экономика в конце декабря получает вот такую одномоментную накачку деньгами. И она, естественно, приводит к последующему всплеску цен. Закон рынка в плане теории. Больше, чем покупатель может отдать, при отсутствии дефицита товара цену за товар не предложат. На рынке же в прямом смысле своего покупателя знают в лицо. Мы не поднимаем цены, у нас прямые поставки идут. Впрочем, насколько конкретный производитель сможет сдерживать свои собственные аппетиты, вопрос риторический. Ценники рано или поздно придется менять. Как, например, это произошло с топливом. В начале января, например, дизель взлетел, и это по всей стране, но затем резко снизился, так что республиканская статистика этого не заметила. Но на заправках под иностранной вывеской цена все же замерла на рекордной отметке в 60 рублей. Январь месяц показал, что у нас процесс инфляции он не приостановился. То есть, если месячный уровень инфляции января, ну, скажем, сейчас фиксация идет до 14-15 января, если перевести на годовой формат, да, то мы получаем те же самые более 8%, так сказать, роста инфляции, ну и продуктовая инфляция свыше 10%. На отдельный товар будет больше. Ну, скажем, в том году мясо подорожало на 20%. Вот, подорожало все. Но вот прежде всего продуктовая корзина, которая прежде всего волнует россиян. Инструмент по сдерживанию цен, основной и классический, это повышение учетной ставки Центробанка. Это к чему ведет? Это ведет к тому, что население мобилизует денежную массу на банковских счетах. Вам выгодно держать под высокий процент деньги на счетах коммерческих банков. Идет отвлечение денежной массы с рынка, снижение спроса, искусственное снижение спроса, снижение, так сказать, спроса. И в этом случае соотношение предложения и спроса
играют в сторону предложения. Понимаете? Вы предъявляете меньший спрос, и в этом случае, раз у вас денег и цены не могут повышаться. Это вот такая логика. Впрочем, тем, кто каждый день приходит на рынок за банковскими ставками, скорее всего, не следят, ведь у цен есть одна особенность. При наборе высоты они в большинстве своем продолжают планировать на достигнутом уровне. Впрочем, уже заявлено, что борьба с инфляцией станет одной из главных экономических задач в наступившем году. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней.